Башкортостане ежегодно проходит экологический диктант. В этом году он состоится в онлайн-формате. У всех сразу возникает резонный вопрос. Наверняка будет возможность писать. Я решила проверить. Организовали такую акцию Министерство образования и науки Республики и региональное отделение Русского географического общества. Одни знают, как нас учить, вторые – абсолютно все о нашей природе. Хоть мероприятие и называется диктантом, форма сбора знаний – это тест. Нужно ответить на 30 вопросов за 2 часа. Лично мне было неудобно гуглить вопросы. Их составили таким хитрым способом, что поисковик не выдает готового ответа. Хоть я ответила на все вопросы, но были такие, на которых у меня были трудности. И я очень рада тому, что у меня есть какая-то такая оценка знаний, и теперь я знаю, в каких у меня сферах трудности, пробелы, и могу это легкостью исправить. И самое главное, хоть он был онлайн, никакой не было возможности писать, потому что все вопросы были составлены так, что невозможно было их найти в интернете. И, как по мне, это было очень честно по отношению к другим участникам. Абсолютно все участники получают сертификаты, а те, кто набрал 100 баллов, еще и подарки от Русского географического общества. Кстати, хоть диктанты проходят в онлайн-формате, он максимально напоминает диктанты прошлых лет. Такую акцию придумали для того, чтобы люди осознавали, для чего нужна природа, почему ее надо сохранять и для чего нужны животные. Гора новостей уже была на подобном мероприятии в интерактивном музее «Россия. Моя история». На этот раз вы заглянули ко мне домой. Хоть пока и нет возможности путешествовать, есть время лучше изучить географию, экологию и построить грандиозные планы. Анастасия Новожилова специально для Горы новостей.